День Победы – священный праздник для каждого из нас. Его отмечают в каждой семье, в каждом доме. В течение недели в Якутии провели ряд мероприятий, посвященных празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно по всему региону провели всероссийскую акцию «Поем двором», приуроченную ко Дню Победы. В рамках акции артисты исполнили всеми любимые патриотические военные песни для ветеранов. Одним из ветеранов, для которого организовали концерт в Якутске, стал Кирилл Павлов. Он является членом Президиума Республиканского совета ветеранов. Его многолетняя трудовая деятельность высоко оценена государственными наградами. Мы проводим традиционную акцию, которая стала уже любимой для многих горожан. «Поем двором». Сегодня мы, поздравляя Кирилла Егоровича Павлова, отдаем дань уважения всем ветеранам, которых, к сожалению, многих нет сегодня рядом с нами, которые здравствуют и ныне. Пожелаем им крепкого здоровья, и чтобы все с им свойственным всем ветеранам юношеским задором встретили 80-летний юбилей Великой Победы в следующем году. В рамках акции во дворах, где проживают ветераны, концерт смотрели из окон собственных домов. В поселке Чульман Нерюнгринского района провели такое же военно-патриотическое выступление. Акция «Поем двором» отходит отклик у чульманцев. Участникам подпевают соседи. В окнах домов видны портреты ветеранов и российские флаги. А поем мы для Валерия Спиридонова, единственного ветерана в Нерюнгринском районе. Валерий Спиридонов – настоящая гордость и живая история всего Нерюнгринского района. Служил связистом, телеграфистом, затем в мотоциклетном полку. В 1945 году в бою 19-летний связист Валерий Спиридонов получил ранение в голову. За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, он награжден орденом Отечественной войны второй степени. Также в рамках праздничных мероприятий провели всероссийскую акцию «Окна Победы». Впервые ее провели в 2020 году, когда в России объявили Год памяти и славы. С тех пор она стала традиционной. Цель акции – сохранить память о событиях и героях Великой Отечественной войны, размещая наклейки на окнах, посвященные Дню Победы. Студенты и школьники движения первых приняли участие в украшении окон зонных ожидания в аэропорту Якутска. Акция прошла хорошо, было интересно. Мне понравилось, в принципе, как все прошло. Мы вырезали фигуры, потом склеивали их, потом, соответственно, клеили на окна, выбирали, как что будет стоять. Мы клеили вот его. Это вечный огонь, Родина-мать. И голубь, он символизирует доброту, мир. То, что надо жить как-то сплоченно, относиться друг к другу хорошо. Аэропорт Якутска впервые принял участие в таком мероприятии. Для этого руководство предоставило для ребят часть окон в зоне ожидания на втором этаже. Аэропорт Якутск впервые принимает участие в этой акции, поэтому мы были очень рады помочь детям украсить окна в аэровокзальном комплексе, приуроченные к акции «Окна Победы». Ведь дети – это наше будущее, и мы очень рады, что именно они украшают эти окна. Не остались в стороне и студенты колледжа цифровых технологий Айтын в городе Покровске Хангаласского улуса. В здании украсили не только окна, но и коридоры, а также вывесили в формате бессмертного полка портреты родственников участников Великой Отечественной войны. Ежегодно наш колледж участвует во всех проводимых мероприятиях. Это, например, такие акции, как «Окна Победы», «Письмо солдату», также «Георгиевские лента». Сегодня как раз после обеда наши ребята выйдут на улицу, будут раздавать жителям города Покровска. К акции присоединился и детский сад «Улыбка» из села Чурапча Чурапчинского улуса. Чтобы создать атмосферу Дня Победы, они украсили окна своего учреждения. Наши дети с самого детства, они изучают про этот праздник, учат стихи, поют песни. Для них это тоже очень знаменательный, значительный день. И с самого детства мы их учим этому. Наши воспитатели очень стараются для них. С наступающим праздником Великой Победы! Пожелать вам крепкого здоровья!
Ко Дню Победы постили и самих ветеранов. В рамках всероссийской акции «В гости к ветерану» традиционно органы государственной власти и общественники поздравили ветеранов тыла, блокадников и детей войны. Им исполнили военные песни, а также вручили памятные подарки. Так и Татьяну Митрофановну Филиппову поздравили с народными номерами. Несмотря на детский возраст, ветеран войны работала наравне со взрослыми. После Великой Отечественной войны ветеран тыла сменила множество профессий. Сейчас же она активно поддерживает здоровый образ жизни. Поздравляем, вас тоже здоровья надо, всех хорошо, живите благополучно, гуляйте. Главное здоровье. Здоровье будем, да жить будем. Далеко не быстро пойдем куда-нибудь. Театр юного зрителя представил выставку, посвященную 79-летию победы в Великой Отечественной войне. Там были картины на тему военного периода и натюрморты, собранные из частной коллекции основателя театра юного зрителя Матрёны Павловой. Юные художники запечатлели на натюрморте самые запоминающиеся фрагменты спектакля «Молодая гвардия» режиссера Александра Титигирова. Мое впечатление от этой коллаборации очень классное, потому что это такой жизненный опыт. Когда ты что-то рисуешь и передаешь свои впечатления и эмоции. Я нарисовала рисунок с моментом там, где девочки из молодой гвардии успокаивали друг друга, потому что одна из них сбежала из плена. Вот представьте, такие маленькие, как мы, дети, они воевали за нас. В этом году традиционно прошла торжественная церемония возложения цветов к памятникам победы воинов-якутян в мемориальном комплексе «Солдат Туймады». Жители столицы, представители органов власти, военные почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к памятнику якутского снайпера и солдатов Туймады. В честь 79-й годовщины. И сегодня я прихожу и с радостью, и с горечью поклониться тем людям, которые погибли, тем людям, которые спасали нас, детей войны, когда мы совсем крохотные еще были, а они нас защищали. Теперь наша дань – им возложить цветы. В Мирном жители города возложили цветы к могилам фронтовиков, которые были захоронены на территории района. Известно, что только в городском кладбище захоронены 197 ветеранов. Также традиционно прошла вахта памяти у Вечного огня. На площади собрались представители организаций и предприятий Мирного, муниципальные служащие, ребята из военно-спортивного клуба «Русские витязи» и юноармейского отряда «Молодая гвардия». На каждой точке маршрута нас ждали школьники, студенты Мирлинского политехнического института и Мирлинского регионального технического колледжа. Потому что связь поколений и память, которую мы передаем из поколения в поколение, о этой великой победе, это очень важная вещь в наше сегодняшнее непростое время. В День Победы чествовали героев России. В торжественной обстановке глава Якутии Айсен Николаев вручил офицерам Николаю Соболеву и Игорю Юргину сертификаты на сумму 1,5 миллиона рублей. Они оба в ходе наступательных действий захватили позиции противника и нанесли огневое поражение противнику. Для них праздник Великой Победы имеет особое значение. На самом деле очень так почетно, в такой день, тем более еще и награждение. Даже немножко волнительно на самом деле, потому что все равно День Победы – это День Победы. Тут по-другому я не могу сказать. Раньше-то я маленьким ребенком с отцом бегал по парадам, по машинкам лазил, как говорится. А сейчас ты уже стоишь как лицо современной армии уже на самой площади. Также до сих пор не верю, но понимаю, что это большая ответственность перед народом, потому что я уже лидер общественного мнения, и то, что я говорю, люди это запоминают. Поэтому это очень большая ответственность. За мной наблюдает, и в том плане наблюдают уже юноши наши. Наша Якутия заплатила большую, дорогую цену. Никто не забыт, ничто не забыто. И традиционно в Якутске в рамках всероссийской патриотической акции «Свеча памяти» на площади Победы якутяне отдали дань памяти павшим воинам. Участники акции почтили минутой молчания павших воинов и выложили свечами слово «Помним». Напомним, международная акция, участники которой с 2009 года ежегодно накануне Дня памяти и скорби 22 июня, Дня Победы 9 мая и в другие памятные дни зажигают свечи в память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и всех павших в боях за Родину.
Сюда прихожу очень часто, практически каждый год, потому что у меня отец воевал. Дедушка был орденоносцем, именно он защищал в тылу. Защищал, был начальником линейной связи и налаживал связь в тылу. И поэтому, конечно, мне очень хотелось, чтобы современная молодежь, особенно мои внуки, чтили память своих предков, знали, что такое Великая Отечественная война, и не забывали историю, потому что не будет страны, если мы не будем знать свою историю. Одним из основных событий празднования Дня Победы в столице республики стал традиционный народный Осохой Победы. Чтобы станцевать его, к Триумфальной арке на Площадь Победы пришли сотни якутян. Осохой Победы проводится на Площади Победы уже 37 лет подряд, начиная с 1987 года. Сегодня у нас очень самый хороший праздник, День Победы. Мы все пришли, все радуемся. Наш Осохой собирается каждый год. Все люди очень собираются, все национальности, очень дружно все поют, вместе с нами это радуется и это вдохновляет нас. Центр торжеств по традиции – Парад Победы. В этом году парад в Якутске, приуроченный к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел по центральной аллее Площади Победы. Парад открылся маршем группы, которая несла знамя Победы, флаги России и Якутии. Следом строем прошли сотрудники Якутского пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники УФСИН, Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте, МВД, Якутский казачий полк, также студенты и кадеты. На площади ветеранов боевых действий Республики Саха-Якутия. В Хандыге же парад начался с шествия Бессмертного полка, в котором приняли участие сотни человек. Бессмертный полк прошел по улице Героя Советского Союза Федора Матвеевича Хлопкова. В полдень на площади Ленина состоялся парад Победы с участием учащихся школы и гимназии, студентов горно-геологического техникума, медколледжа, женского батальона, педагогов Хандыгской средней школы. Пройдя торжественным маршем, отдали честь, дань уважения ветеранам, труженикам тыла, ветеранам труда, детям войны. Мая для меня, как для всех, кто пережил время войны, это светлый праздник, это новое рождение, это вера в будущее, самое светлое и хорошее. И вера в то, что наша Родина будет всегда. День Победы стал национальной гордостью, днем мужества. Никогда не будет забыт подвиг солдата, стоявшего насмерть, и подвиг труженика, ковавшего победу в тылу.